Sziasztok, jó estét kívánok! Добрый вечер, дорогие друзья. Вот пока к нам еще подключаются люди. Так, я вас попрошу, если не у всех выключился звук, я вот всех прошу выключить звук. Да, сегодня мы будем общаться в формате «буду говорить я». Если у вас будут возникать вопросы по ходу, то вы можете писать в чат. Да, потому что вас много, я одна, и я просто не справлюсь с тем потоком, который поступит к нам. Итак, все ли вы меня хорошо слышите? Для начала дайте знать, хорошо ли меня слышно, видно, видите ли вы презентацию на экране. Дайте, пожалуйста, знать. Да, вижу. Еще раз прошу всех выключить звук. Вопросы задавайте, пожалуйста, в письменной форме, хорошо? Буду очень признательна. Вот, все, супер, все видно, все слышно, отлично. Так, давайте, у нас еще люди подтягиваются. Ага. Так. Ну, давайте уже постепенно начнем. Для тех, кто не знаком со мной, да, давайте я представлюсь. Меня зовут Ольга Урасинова. Я ведущий организатор культурных программ Института Листа в Москве. Именно так с 1 сентября называется Венгерский культурный центр. Возможно, что кто-то из вас бывал на наших мероприятиях. Если нет, то добро пожаловать. Будем рады вас видеть как на онлайн-платформах, так и на наших живых мероприятиях. Вот, и сегодня, конечно, я не ставлю целью научить вас венгерскому языку за 1:20, да, то и больше, а может быть чуть меньше, но вряд ли. Я хочу, чтобы вы именно почувствовали, поняли некоторую логику венгерского языка, что она есть, да, хотя венгерский называют одним из самых сложных языков в мире, что его можно осилить, его можно взять штурмом, его можно полюбить и применять его в жизни. На чем я хотела бы сначала остановить ваше внимание? Значит, смотрите, у нас бесплатная Zoom-сессия, поэтому через 40 минут вам надо будет перезайти в наш чат, ну, в смысле, в нашу сессию по тем же параметрам, которые у вас были. Есть у вас сохранены? Я попрошу мою коллегу Ксюшу. Ксюша, можешь скопировать в чат, пожалуйста, вот приглашение, чтобы у всех был под рукой этот линк, эта ссылка. Вот. Итак, давайте постепенно перейдем, собственно говоря, к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Итак, значит, хочу, чтобы вы... Так, кто-то звук, выключите, пожалуйста, звук, у кого-то остался включенным звук. Так, угу. Значит, мы начнем с истории немножко, да, это будет совсем чуть-чуть, потому что современное положение, состояние венгерского языка будет сложно понять, не зная историю как венгров, так и вообще Венгрии. Здесь мы немножко поговорим и про диалекты, и про секейское письмо, если кто не слышал. Дальше я остановлюсь на том, какие особенности у венгерского как финно-угорского языка. Далее мы с вами поговорим о фонетике, и вы самостоятельно потренируете особые звуки венгерского языка. Я вам дам линки, и запись наша будет доступна, поэтому вы можете и с носителем потренировать эти звуки в дальнейшем, так и заново прослушав нашу запись. Вот. Также мы поговорим с вами о гармонии гласных. Это такая финно-угорская тема, да, ну и в принципе и у тюркских языков это есть. Потом перейдем к глаголам. Здесь мы тоже с вами разберем и гармонию гласных, и объектное, безобъектное спряжение, и суффикс лак-лек, да, о котором было сказано в анонсе к нашему мероприятию. Поговорим про послелоги, про притяжательные суффиксы, про падежи, да, которыми пугают всех тех, кто начинает изучать финно-угорские языки, и венгерский в частности.
Далее мы с вами поговорим про венгерский как агглютинативный язык. Это простым языком говоря, мы разберем самое длинное венгерское слово по кирпичикам. Дальше поговорим про то, насколько приставки глагольные меняют значение слова. Разберем один пример, один глагол. Далее мы с вами посмотрим лексику, да, историю лексики. Дальше посмотрим с вами, я так называю этот раздел, языковые прелести. Разберем, как же разговаривают животные на венгерском языке, и разберем некоторые, на мой взгляд, красивые слова и выражения, как они образованы в венгерском языке. Да, кто-то у нас чиркает по экрану. Вот, разберем базовые фразы. Наверное, это будет самая скучная часть, потому что она есть во всех разговорниках. Далее мы с вами остановимся на том, что вы, даже не зная венгерского языка, сталкиваетесь с ним каждый день, ну, может быть, каждый день, а может быть, меньше. И в завершении будет раздел «Йön одал», что означает «идет песня» буквально, да, то есть мы с вами разучим такую очень венгерскую песню. Так, давайте с вами начнем с истории. Сейчас я вот так, пожалуй, открою. Угу. Итак, значит, давайте начнем с истории. Как вы знаете, венгры не все время жили на той территории, на которой живут сейчас, да, Карпатский бассейн. Есть много теорий, откуда же происходят венгры, но по последним археологическим раскопкам, данным, скорее всего, венгры, прародиной венгров была территория Курганской, Оренбургской области, немножко Тюменской области, и далее венгры двигались на запад, и одна из крупных остановок была на территории современной Башкирии, ее называют Магна Хунгария, Великая Венгрия. Дальше венгры двинулись еще западнее, это были низовья Дона, дальше Этелкёз, это тоже близко к Черному морю, да, примерно уже, наверное, это территория Украины современной, и дальше Карпатский бассейн дошли в 896 году. Да, и этот год считается годом обретения или завоевания Родины венграми. Именно вот тысячелетие обретения Родины, конец XIX века, 1896 год, в конце XIX века, очень крупные масштабные празднования были тысячелетия обретения Родины, и, как вы знаете, первое метро на континенте появилось благодаря этому, и массово застраивался Будапешт, центр Будапешта вплоть до сегодняшнего дня, да, вот эти здания известные, знакомые всем. Про Великую Венгрию, про Магна Хунгария есть еще такая занимательная история, что в XIII веке, то есть венграм, в принципе, всегда хотелось знать, с кем они родственники, откуда они происходят. Поэтому в XIII веке монах Юлианус отправился с территории Венгрии в поисках родственников, в поисках корней. И он дошел до территории современного Башкортостана, и якобы там он встретил людей, племена, с которыми мог говорить на венгерском языке. Но поскольку в это время как раз татары-монголы наступали, то пришлось Юлианусу очень быстро вернуться назад. Но вот этот факт, то, что в XIII веке венгр ушел и нашел своих предков на территории Башкортостана, это известный факт, да, среди венгров. Вот, ну что, значит, венгры происходят с территории современной России, да, и к 896 году они добрались до нынешнего своего места проживания. И были окружены славянскими, германскими племенами, но тем не менее сохранили свой язык. В 20 веке такое крупное событие: по итогам Первой мировой войны был заключен Трианонский мирный договор, и согласно нему Венгрия потеряла очень большие территории, они отошли к современной Украине, Румынии, Сербии,
и Словакии. Но венгры остались жить и на тех территориях, и вот, например, Эрдий, это Трансильвания, да, там большая диаспора венгров проживает по сей день. Да, вот примерное распределение. На территории Венгрии сейчас живет 10 миллионов человек. Из них не все являются венграми, там есть небольшие этнические меньшинства, да, как вы видите. Вот. И в целом в мире 15 миллионов человек говорит на венгерском языке. Идем дальше. Значит, смотрите, вы можете здесь себе... Сейчас никак не могу с экраном разобраться. Вы можете вот по QR-кодам перейти и послушать диалекты, да, я выделила наиболее, наверное, такие крупные и интересные диалекты. Во-первых, чанго. Чанго – это венгры, которые живут в восточной части Румынии, в регионе Молдва. Да, и считается, что чанго – носители наиболее архаичного диалекта венгерского языка. Полоц. Полоц интересно тем, что, например, мне не раз говорили, наверное, ты полоц. Полоцошан бесилс, да, то есть ты говоришь как полоц. И полоц – это венгры, которые живут на территории современной Словакии, Фелвидик, да, Верхняя Венгрия, если буквально переводить. Да, а у всех нет звука или только у Любови нет звука? Запись будет выложена, да, в социальных сетях, на YouTube наша запись будет выложена, и тем, кто присоединился чуть позже, я еще напомню, что у нас через 40 минут закончится бесплатная сессия Zoom, поэтому надо будет вам подключиться. Да, вот про Полоц. И вот здесь по этой ссылке вы перейдете на совершенно чудеснейшее видео. Может быть, кто-то из вас еще совсем не владеет венгерским языком, а кто-то уже немножко знает венгерский язык, поэтому для тех, кто слышал уже венгерский, для тех это будет понятно, для тех, кто сейчас только осваивает азы, наверное, вам будет сложновато. Вот по этому видео про Полоц вы услышите интервью с молодым человеком, который приехал с территории Словакии, он носитель этого диалекта, и он работал метеорологом, то есть вел передачу про прогноз погоды на национальном венгерском телевидении. Да, представьте себе, человек говорит не на литературном языке из телевизора. Да, вот и вы почувствуете какие-то, может быть, те, кто знает венгерский язык, какая разница между литературным, пежским вариантом венгерского языка, будапештским вариантом венгерского языка и полоц, как разговаривает полоц. Сикей. Сикей – это Трансильвания, да, здесь они в чем-то с чанго и сикей похожи. Вот здесь ниже я выложила флаг, секейский флаг. И вы этот флаг, те, кто бывал в Будапеште, должны были видеть. Он висит, он выставлен на парламенте, да, вместе с венгерским флагом государственным, он там присутствует. Так. Про секиев, да, что еще надо сказать, что именно на территории Трансильвании у секиев было найдено руническое письмо. Такое есть, например, и у хакасов, да, и еще у ряда других тюркских народов. И венгры, вероятнее всего, использовали до латиницы эти рунические надписи. Сейчас это руническое письмо тоже используют реваншисты, националисты, да, и в том числе есть такая тенденция, что названия населенных пунктов, в том числе за пределами Венгрии, снабжают вот этой надписью, руническим письмом. Вот Берегово – это Закарпатье, например. Или вот так бы выглядели какие-то известные всем вещи, используя руническое письмо. «Интерстеллар» фильм, «Киндер-сюрприз» и «Ред Булл». Угу. Идем дальше.
Вообще очень давно идет спор венгры, венгерский язык, это финно-угры или тюрки, да, этот спор извечен. И когда были первые исследователи, которые дошли до саамов, по-моему, это был 17 век, венгерские исследователи, которые доложили, что Академии наук, что вот мы-то родственники саамам, венгры воспротивились, нет, мы такой народ, не можем быть родственниками оленеводов и рыболовов, и отказывались от родства с саамами. Потом, когда была австрийская монархия, сейчас вот эта тоже теория раскручивается, что австрийской монархии было очень выгодно дружить с Российской империей, поэтому была вот эта финно-угорская тема, что ее подчеркивали, усиливали, что финно-угорские народы, венгры, они родственные. Вот сейчас скорее побеждает теория, что есть родство по крови, и венгры по крови тюрки, а по языку финно-угры. И поэтому венгры участвуют в конгрессах финно-угорских народов, но вместе с этим проводят курултай тюркских народов. То есть такая вот двойственность. Угу. Да. И я, да, поскольку я сама финно-угор, мой родной удмуртский язык – это финно-угорский язык, я тоже лоббирую интересы финно-угров и считаю, что венгерский – это финно-угорский язык, и мы в этом ключе с вами будем общаться. Значит, смотрите, был протоуральский язык, древний, да, уральский язык, из него выделились самоедские языки и финно-угорские. И в свою очередь в третьем тысячелетии до нашей эры все финно-угорская древняя общность распалась на угорскую и финно-пермскую, да? И нам сейчас интересна угорская ветка. Самыми ближайшими родственниками венгров являются вогулы, манси и остяки, да, это ханты. Но вагулы и остяки и венгры не понимают друг друга, то есть есть набор некоторых слов, таких базовых, которые относятся к рыболовству, числительные, дальше там какие-то глаголы базовые, но так, чтобы поговорить, такой возможности у венгров нету. И у венгров вот по сей день вот такая чувствительная, скажем, тема родства, да, что, к сожалению, они такие уникальные, единственные в Европе. Пытались активисты воссоздать профинно-угорский язык, и вот одни из активистов создали такие, ну, восстановили такие предложения, которые понятны всем финно-уграм, точнее в данном случае венграм, эстонцам и финнам. Значит, смотрите, по-венгерски эта фраза будет звучать «Eleven hall uusik a víz alatt», а финская «Eleve kala ui veden alla». Да, вы видите, что здесь есть какие-то созвучные слова, например, «hall», «рыба», «kala», да, финский. В финском языке лучше сохранились такие финно-угорские корни, венгерский язык все-таки изменился в гораздо большей степени. И по-русски эта фраза звучит как «живая рыба плавает под водой». Да? И мы еще какие-то вещи из этих фраз с вами разберем более досконально, почему вот «viz allat» и «veden alla», «аллат» и «алла» это соответствует русскому «под». Почему это так, такая конструкция, мы с вами разберем чуть дальше. А вот здесь вы видите некоторые слова, которые происходят из одного корня финно-угорского в венгерском, финском и удмуртском языке. Да, например, «рука». «Киз» по-венгерски, «киз», по-фински «käsi», по-удмуртски «ки». Глагол «идти». Менни, менне, мыныны. Да, я говорю в той же самой очередности, сначала венгерский, потом финский, потом удмуртский. Видите, в венгерском языке, но мы еще об этом тоже будем говорить, когда о фонетике пойдет речь, мы не смягчаем, да, то есть это очень частая ошибка русскоязычных, что говорят менни, это неправильно, менни.
да, у нас твердое «ны» идет, нет смягчения палатализации. Дальше местоимение «ин», «я», «ин», «мине», «мон». Вода, уже знакомая нам из фразы про живую рыбу. «Виз», «веси», «ву». «Сив», «сюдем», «шулем». «Кит», «кокси», «кык». Да? Возможно, кто-то скажет: ой, ну они же совсем не похожи, но тут вот, например, в том же самом венгерском «т» очень часто в других финно-угорских языках это соответствует букве «к». Да? Вот, на самом-то деле для лингвистов тут вообще все понятно, может быть, для обывателей в меньшей степени. Ну что, давайте перейдем с вами к фонетике. В венгерском языке 44 буквы, да? И мы с вами остановимся только на тех, которые уникальны, которые непривычны, не характерны для английского, допустим, для русского языка. И я вот здесь выделила сиреневым те буквы, которые заимствованы, те звуки, которые заимствованы, да, но они совершенно не сложны. Например, сочетание «д», «з», «с» дает звучание «дж», как в слове джем, да, мне кажется, даже перевод не нужен, джем – это варенье, джем, да, или W, как в слове виски, тоже понятно сразу, да, что это заимствованное слово, это чуждый венгерскому языку звук, буква, X – это токси, да, тоже понятно, Y тоже можно сказать, что это заимствованное в каком-то смысле, Андраши, да, улица Андраши, или Q. Вот видите, я даже слово не поставила, потому что это настолько редко встречается буква, и она исключительно в каких-то заимствованиях, которые даже не переводятся на венгерский язык, да, вот большая часть иностранных слов на венгерский все-таки переводится, об этом мы тоже с вами поговорим. Ну что, давайте пойдем дальше, мы с вами отдельно остановимся на гласных и согласных. Итак, значит, гласные. В венгерском языке 14 гласных. Вы видите здесь, казалось бы, палочки, я буду их называть палочками, да, это не ударение, это диакритические знаки, но для простоты, у нас же тут не лингвисты сидят, да, большей частью, будем называть их палочками. Вот, эти палочки в ряде случаев дают долготу звучания, то есть есть короткие, есть длинные, а в других случаях у нас они будут качественно другой звук обозначать. Красным выделена буква «э», потому что это самая распространенная гласная в венгерском языке. По остальным звукам мы с вами, ну, давайте я сейчас пары эти вам скажу, а потом мы еще их будем разбирать. Значит, О, А, И, О, У, да? И сейчас мы разберем, которые, на мой взгляд, наиболее сложные, интересные. Смотрите, звуки в парах, возьмем их в парах, так будет легче. Казалось бы, да, А и А с палочкой, но они качественно отличаются. То есть они по характеристике это совершенно разные звуки. Значит, обычная А без палочки. Представьте, что вот это ваш нижний ряд зубов. Да? Ваш язык укладывайте плотно вниз, прикасайтесь кончиком языка к нижним зубам, да? И звук идет изнутри, как в слове вода. Вода. Как бы глубокий звук, как в слове тавас, вода, вот это о, да, в слове вода, она звучит такая переходящая от о к а, как в слове тавас. Угу. Или как в слове колоп, шляпа. А звук а с палочкой, чем шире вы произнесете, тем будет лучше. Как будто каркаете. Как в слове баняс, шахтер, баняс,
Попробуйте произнести за мной баняс. Или в слове барань. Да, пока те согласные, которые мы не разбирали, вы пока на слух, да, просто за мной повторяйте. Вы можете потренировать все эти звуки, вот здесь есть ссылка, QR-код, вы можете перейти, и там будут аудиозаписи и более длинные листы с парами слов, которые вы можете потренировать вместе с носителем. Дальше давайте попробуем. Я буду произносить, вы повторяйте за мной, да? То есть помним, держим в голове, что у нас звук О, это среднее между О и А это кар, как ворона. Толан, да, толан. Попробуйте произнести толан. Отлично, надеюсь. Вот именно вот эта разница звуков О и А, она у половцев есть, да. Нам, русскоязычным, очень сложно произнести вот это О, и А тоже, в принципе, да, то есть широко раскрывать рот мы не очень привыкли в русском языке, мы немножко жуем вот здесь все звуки, как половцы. Да. Тонар, учитель, тонар. Повторяйте за мной, модар. Или как в слове сухой, сароз, сароз. Или как в слове женатый, хазош, хазош. Еще раз напоминаю тем, кто подключился чуть позже, через 10 минут у нас закончится сессия, но вы по той же самой ссылке переходите, пожалуйста, еще раз, приходите еще раз на занятия. Вот ссылка, еще раз, вот моя коллега Ксения скопирует в чат, чтобы он у вас был под рукой, потому что там уже писали много. Дальше сочетание, точнее пара и. В чем здесь, да, нюансы какие? Значит, смотрите, у нас обычно как в слове дерек, дерек. Да? Почему здесь д читается, мы разберем чуть позже. Дерек, ребенок, или как в слове лехет, на выдохе ха, лехет, можно. А е с палочкой произносится на улыбке, как будто вы широко улыбаетесь и, да, как в слове тивит, телевизор, тивит, или кириш, картавить не надо, это я. Попробуйте произнести кириш, кириш. Попробуем их в парах. Техин, эним, мизеш, сипек, нипек. Да, и потренируем одну из сложнейших пар, потому что тут нюансы, да, и часто бывают ошибки именно здесь. И, да, помните, это мы разбирали, и, да, на улыбке широко произносим и, разница в чем? Вы е произносите с палочкой на улыбке, широко раскрыв рот, и, да, в улыбке у вас расплываются, лицо расплывается в улыбке, и вы произносите вверх, как столбик, как сама буква и. И здесь они отличаются только долготой. И. Да, давайте потренируемся. Как в слове пиццы, да? Поминайте столбик. Пиццы. Нини. Сначала улыбаемся, потом закрываем столбик. Нини. Тили. Неки. Витис, кинис, хидек, да, ха на выдохе, хидек, виз. И вот эта сложность как раз, да, когда все вроде бы то же самое, и даже звучание очень похоже. Нож и слово маленький, киш и киш, да,
киш и киш. Наверняка у меня тоже не идеальное произношение, потому что я не носитель языка, да, я венгерский начала осваивать только в университете, поэтому переходите по ссылке QR-код, и там будет носитель языка, с которым вы гораздо больше слов сможете потренировать, но подход еще раз общий такой, то есть и с палочкой вы произносите на улыбке, и как столбик, и с палочкой, как столбик с длинной палочкой, и, да? И пара значит, и с палочкой будет звучать как еще раз, да, у вас язык лежит, слово вода проверочное, во, да, с палочкой как будто вы каркаете. Угу. И вот эти все гласные, 14 гласных, можно поделить по месту образования. На переднерядные они где-то вот здесь, да, образуются, и заднерядные где-то в глубине образуются. И вот суть, почему нам это важно знать? Нам это важно знать для гармонии гласных, да, то есть в венгерском языке действует правило гармонии гласных. Его суть простым языком заключается в том, что внутри одного слова гласные должны быть одного ряда. Гласные должны быть подобными, потому что нашему речевому аппарату гораздо проще произносить гласные одного типа, да, чтобы не коверкать вот язык сначала вперед, назад, вперед, огубленный и так далее. Поэтому, например, да, вот слово «эги шигатекре», кто хоть раз бывал в Венгрии или сталкивался с венгерским языком, тот знает это слово. То есть, смотрите, у нас есть корень «эгис» целый, и мы к нему вариант приставки берем тот, в котором есть гласная, которая была в корне. Да, для сравнения, смотрите, есть слово «больдог», «счастливый». У него уже другой тип, другой набор гласных, там уже заднерядные. А вот в слове «эгишигетекра» там все переднерядные, и мы подбираем тот суффикс, тот вариант суффикса, который ближе, который подобен гласным, которые стоят в корне. Да? Поэтому «эгишигетекре» вы видите и суффикс «шиг», и «этек», и «ре», все гласные переднерядные. А вот в слове «больдог», «шагу», «токра», там, «на ваше счастье», да, тут уже варианты суффиксов другие, они заднерядные. То есть, когда у нас есть возможность выбора суффикса, то мы выбираем подобный с тем набором гласных, который есть в корне. И видите, у нас есть еще у переднерядных, есть еще внутри деление на огубленные. Örüm, örümötökre. Да, то есть, видите, здесь у нас уже три варианта. Этек, оток и ötök. То есть некоторых суффиксов бывает 3 варианта, а некоторых бывает 2, а некоторых бывает только 1. То есть по-разному. В исконно венгерских словах были именно гласные одного ряда в одном слове, но в заимствованиях это правило уже нарушается. Например, elephant, слон, да, тут и переднерядные, и заднерядные, fotel, кресло, да, тоже заимствование, и здесь тоже и передние рядные, и задние рядные, жираф, зебра. Ну, понятно, что жирафов, зебр не было на территории Венгрии и на территории Магна-Хунгария, Великой Венгрии в Башкортостане, поэтому венгры заимствовали эти слова, и они остались вот в таком виде со смешанными гласными. Еще раз напоминаю, нас через 2 минуты отключат, но вы присоединяйтесь, пожалуйста, снова по ссылке, которая есть в чате. Это та же самая ссылка, по которой вы сейчас вошли к нам. Важна ли палочка? Вы скажете, господи, ну это же одна и та же буква. Важна, потому что это буква, звук имеет смыслоразличительную функцию. Одь, да, вспоминайте, как в слове вода, проверочная буква О. Одь. Это мозг, а ать – это уже кровать, поэтому надо быть аккуратными. Или хай – это жир, да, кошечка у нас тут
плотненькая, полненькая. И хой – это волосы. И у меня, когда я начинала изучать венгерский язык, была такая ситуация, что мальчик девочке сказал не очень правильно, что мне нравятся твои волосы, получилось другое. И вот в этом видео про ведущего прогноза погоды, который по происхождению полоц, да, у него тоже была такая ситуация как раз про волосы и жир, что он девушке сказал на свой лад «хай», и девушка очень оскорбилась. Вот поэтому с этими буквами надо быть аккуратными. Или вот тоже пример, да? Az ebéd finom volt. Обед был вкусный, ebéd. Az ebéd finom volt. Az ebéd finom volt, уже твой пес был вкусный. Чувствуете разницу, да? Или megörül, короткое, радуется, а megörül сходит с ума. Сейчас мы перейдем к согласным, но нас сейчас уже выбросит, сколько успеем. Смотрите, дальше мы с вами разберем согласные буквы, сочетание букв, да, сочетание С и С дает звучание Ч, как в слове мачка. Мачка – это кошка. Это слово еще будет много раз сегодня встречаться, поэтому предлагаю его уже сейчас запомнить. Сочетание Г и Y дает звучание Д, Д с мягким знаком, как в слове дюфа. Дюфа, спички. Угу. Итак, мы с вами остановились, по-моему, на... Ой, мы уже перескочили. На LY. Так, напишите, пожалуйста, в чате. Да, спасибо, Ксения, за ссылку. Пожалуйста, ваши вопросы задавайте в чате, руку не поднимайте. LY дает звучание и кратко «й», да, как в слове «юг», «дыра». И в венгерском языке, на самом-то деле, этой же букве соответствуют еще другие, этому звуку соответствуют еще другие буквы, например, L, как это правильно, J, LJ, в повелительных используют такую форму, например, как в слове «бесси», «говори». J дает звучание тоже и кратко «й». Или как в слове «едь», «билет». Да? Здесь именно надо запоминать, когда LY пишется, а когда J. А L с J на конце – это именно только в повелительном наклонении, это легче запомнить. Вот, NY сочетание дает «н» звучание, как в слове «анюка», мама, «анюка». Да? Попробуйте, когда я произношу, то я делаю некоторую паузу, и вы, пожалуйста, повторяйте за мной. Сочетание TY дает звучание «т», как в слове «тюк». Тюк. Сочетание SZ дает звучание обычный S, как в слове «сип». Сип. Красивый. Сип. Например, красивая кошка, вы уже можете сказать сами. Сип мачка. Ох, опять перескочила. Обычная буква S латинская дает звучание как звука Ш, как в слове шо, соль, шо. Сочетание ZS дает звучание Ж, как в слове жемле. Жемле – это круглая булочка, кто бывал в Венгрии, знает. Ну что, давайте вот попробуем с вами скороговорки венгерские. По QR-код вы перейдете и найдете запись этой скороговорки. Сейчас услышите в моем звучании и в вашем повторении. Я сначала прочитаю все, потом вы, пожалуйста, самостоятельно. Az ipafai papnak fapipája van. Ezért az ipafai fapipa, papi, fapipa. Помните, да, звук о без палочки, это у нас как в слове вода. О. Угу. А с палочкой это широкая да, на улыбке. Ezért, да, тоже на улыбке произносим. И еще вдруг кто присоединился и не был на первой части, картавить не надо, это я картавлю, да. Давайте попробуем. Az ipafai papnak fapipája van. Ezért
os ипофои фопипо, попи фопипо. Перевод дан ниже. По QR-код перейдете и там с носителем потренируетесь. Или следующее, да, я видела вопрос, отвечу потом, когда будет пауза. Когда вот огубленные, да, звуки, вы представляете вот что что вы представляете, как будто вы задуваете свечку, губки трубочкой, и вот вся эта фраза будет произноситься в одном положении губ. Я сначала прочитаю, потом буду с паузацией читать, чтобы вы за мной повторяли. Видите, мои губы не меняли положение. Ну что, давайте я буду произносить, делать паузу, вы за мной повторяйте. Да, еще раз, не картавим, сочетание N-Y дает звучание «н». Да, перевод тоже здесь дан ниже, и по QR-код вы перейдете и найдете произношение от носителя. Итак, давайте к гармонии гласных перейдем и посмотрим в действии, как это работает. Да, смотрите, как же это работает. Уже я говорила о том, что есть у нас переднерядные, они вот синенькие у нас здесь, переднерядные и. Да, в свою очередь, внутри переднерядных есть еще деление на огубленные и неогубленные. Но вот это деление передней и заднерядной, оно более крупное, глобальное, и оно чаще встречается. Да? То есть вот огубленные и неогубленные – это уже нюансы. То есть, получается, нам надо 3 суффикса, 3 варианта иметь. Не всегда так работает. Здесь, смотрите, мы сейчас с вами посмотрим пример притяжательных суффиксов, а потом их еще отдельно разберем. Здесь мы смотрим именно гармонию гласных, как она работает. То есть вот у нас есть 3 слова. Кырым – это ноготь, орц – лицо и сэм. Вы видите, что кырым – это переднерядные, и они огубленные или огубленные. Да? Орц – здесь у нас гласная заднего ряда, о. Сэм, здесь у нас переднерядная, неогубленная. То есть у нас есть 3 слова с тремя разными наборами гласных. И для притяжательных суффикс, для формы мой, моя, мое, у нас есть 3 варианта. Либо суффикс ом, либо суффикс ем, либо суффикс Ом мы добавляем к заднерядным гласным. То есть мы смотрим, если в корне слова заднерядное, то мы добавляем ом вариант. Если там переднерядное, то мы уже смотрим. Если это просто переднерядное, то мы добавляем вариант. Если это переднерядное огубленное, то мы делаем Это, скажем так, классическое правило. Понятно, что из него есть исключения. Мы с вами сейчас смотрим классику, да, все нюансы мы, естественно, разобрать не сможем. Суть вот как работает гармония гласных. Мы выбираем наиболее подходящий, наиболее близкий по образованию гласного суффикс, то есть суффикс тем гласным, который есть в корне слова, такого же типа, такого же способа места образования. И поэтому кырым мы добавляем суффикс И здесь у нас выпадение, потому что кырымым это, можно было бы произнести, но венгерский предпочитает отсечь одну лишнюю и поэтому получается кырмым, мой ноготь. Орц, орцом, да, мое лицо. Сэм, сэмэм. Я надеюсь, что это понятно. Про славянские заимствования мы будем говорить чуть позже, да, вот у нас там будет лексика, история, что меня вдохновило на изучение венгерского языка. Мой родной язык тоже финно-угорский язык, удмуртский, поэтому здесь я вот вначале тоже приводила параллели с удмуртским языком, и в школе я учила финский язык 1 год, а в университете я уже учила венгерский язык и вообще всегда интересовалась финно-угорскими языками, культурами и вплоть до сегодняшнего дня. Вот.
Я надеюсь, что гармония гласных понятна, но мы еще ее будем с вами тренировать. Дальше давайте немножко поговорим про глаголы. Значит, в венгерском языке, если вы откроете словарь, то вы в словаре найдете не начальную, не инфинитив глагола, а вы найдете третье лицо единственного числа. То есть он говорит, он смотрит, он слушает, он делает и так далее. Почему? Потому что именно от этой формы образуются все остальные. То есть это у нас такая форма, от которой мы отталкиваемся, чтобы образовать другие глагольные формы. В скобках рядом с глаголом вы видите какие-то буквы, суффиксы. Да? Первое, что вы видите, это суффикс для образования инфинитива, начальной формы глагола. То есть здесь у нас, смотрите, в словаре открываете, вы видите «beszél». Он говорит, разговаривает, да? Это третье лицо. Он, она, оно. Дальше «beszélni». «Beszélni» не смягчаем «ни», еще раз подчеркиваю, да, это для русскоязычных извечная проблема, для начинающих. «Beszélni» – это разговаривать, говорить. Да? «Beszélt» Т – это форма прошедшего времени, то есть нам показывает, что надо к глаголу beszél, к третьему лицу, просто буковку одну Т добавлять. А вот beszélget – разговаривать, длительно говорить уже, да, здесь у нас уже сочетание ет должно быть, то есть не просто Т добавляется, а ет. И дальше идет форма императива, повелительного наклонения – beszéljen, да? И все то же самое видите с другими глаголами. Beszélgetni – разговаривать, beszélgetett – он или она, или оно разговаривало, и beszélgessen – пусть он разговаривает. Угу. То есть еще раз, в словаре вы найдете третье лицо единственного числа, и дальше я вам тоже буду приводить такие формы. Итак, как работает гармония гласных в глаголах? Опять возьмем форму для первого лица «я», «ин». Да? Я что-то делаю. В венгерском языке есть два типа спряжения – безобъектное и объектное. Мы о них еще поговорим. Сейчас мы с вами просто смотрим, как работает гармония гласных с глаголом. У нас есть три варианта суффиксов – ок, эк и ык. Вспоминайте, да, если у нас все заднерядные, то мы выбираем вариант ок. Если у нас переднерядные, то мы смотрим, это неогубленные или огубленные. Да, потому что вот здесь у нас как раз три формы, три варианта, у нас высокая вариативность, мы можем здесь прям вот под каждый глагол максимально подходящий суффикс выбрать. Смотрите, глагол сeret – любит, третье лицо, да, любит она, он, оно. Здесь глаголы переднерядные, здесь гласные переднего ряда, и они не огубленные, или не огубленные, не знаю, как правильно. Вот, соответственно, мы сюда выбираем, вот я не помню, я вам, по-моему, самостоятельно это хотела дать. Дальше лад, глагол видит, гласные заднего ряда, а örl – это передний ряд, но огубленный, поэтому даю вам несколько секунд, ну буквально 10 секунд, да, чтобы вы самостоятельно себе написали, как будет эта форма. Пожалуйста, именно напишите, потому что то, что вы произнесли вслух, это никто не слышал, никто не зафиксировал. Вот. Считаю до 10, и потом мы с вами проверяем. Угу. Ну что, давайте проверяем. Вижу ваши вопросы, отвечу. Итак, да, смотрите, серетек, переднерядное, неогубленное, поэтому вариант ек. Örülök, переднерядное, огубленное, поэтому вариант ык. Латок, заднерядное, у нас вариант ок.
Да? Дальше, какие еще особенности как финно-угорского языка? Ударение всегда падает на первый слог, да, в финском, венгерском это все фиксированное ударение, как медек, я иду, мочка, кошка. Мочка, по-моему, это славянское слово, потому что даже вот в удмуртском языке, в Татарстане кошка тоже мочи, то есть, и это точно не финно-угорское слово. Термисеташен, конечно. Эгишигетекре, за ваше здоровье или на ваше здоровье, да, то есть здесь везде ударение падает на первый слог. Пусть вас не смущают вот эти палочки над гласными, это не про ударение, да, еще раз, это именно про долготу и качество звука. Так, идем дальше. Во всех финно-угорских языках нет родов, да, то есть он, она, оно, все выражается одним словом. В венгерском языке в финском языке хэн для одушевленных или се для неодушевленных. Итак, перейдем к объектному, безобъектному спряжению. Это тоже одна из самых таких сложных тем в венгерском языке считается. На самом-то деле здесь есть логика, хотя, может быть, иногда кажется, что все так нелогично. Да, во-первых, объектное и безобъектное спряжение глагола. Во-первых, нам нужен глагол, да, что кто-то совершает какое-то действие. Во-вторых, нам нужен аккузатив, прямое дополнение. То есть здесь именно речь пойдет о том, что это в ситуации с прямым дополнением, с аккузативом. То есть с дательными и другими падежами объектное и безобъектное спряжение, оно не имеет смысла, это только с аккузативом. Да? Что же у нас будет определенным объектом? Да? Какой прямое дополнение будет определенным. Во-первых, это имя собственное, да, например, я люблю Будапешт, Szeretem Budapestet или Szeretem Máriot, да, Марию. Если это неопределенный объект, да, или это глагол, вот как, например, Szeretek aludni, я люблю спать. Дальше вот после имени собственного что еще? Если есть определенный артикль или указательное местоимение, что дает некоторую определенность, конкретность этому предмету. Например, Szeretem az uborkát. Az uborkát это как категория, да, уборка, смешное слово, это огурцы в венгерском языке. Или указательное местоимение Szeretem ezt a lányt. Люблю вот эту девушку, именно вот эту, эст, да, вот это, вот эту. Но когда вы любите просто какую-то девушку, да, вот, ну, что девушку любите, а не собаку, там, например, Szeretek egy lányt, я люблю девушку. Нам не важно, Маша, Юля ее зовут, или она светловолосая, или темноволосая, нет, просто вот люблю девушку, Эдь, да, Эдь это от числительного один, то есть какую-то неопределенную. Дальше, если у нас аккузатив, прямое дополнение выражено личным местоимением в третьем лице, множественное, единственное число, неважно, или взаимное местоимение egymás, друг другом, да? Szeretem önt, őt, önöket, őket, да? Люблю вас, его, ее, их, да? То есть именно личное местоимение в третьем лице. И дальше любое местоимение, которое заканчивается на ик. Например, Szeretem másikat, я люблю другого. Или если есть лично-притяжательный суффикс в существительном, но тут уже, знаете, такой как бы не подвох, а такая фишка, что очень часто эти лично-притяжательные суффиксы идут с определенным артиклем, поэтому здесь как бы двойная причина. И артикль есть, и лично-притяжательный суффикс есть. И тут смотрите, какая логика. Это же действительно так, имя собственное, это же уникальная Мария, это уникальный Будапешт, он определенный, конкретный, там, да. То есть если указательное местоимение, я же прям пальцем тыкаю, это же что-то конкретное, определенное, или там, например, лично-притяжательный суффикс, это же тоже что-то конкретное, это же чье-то, значит, это существует. Вот с местоимением «ик», конечно, немножко уже посложнее, да, мне вам объяснить логику, просто надо запомнить. И с третьим лицом тоже.
Да, потому что если это второе лицо, то у нас будет следующий нюанс. То есть если третье лицо, то мы используем объектное спряжение, да, то есть мы используем объектное спряжение, если у нас прямое дополнение выражено личным местоимением в третьем лице. А если у нас выражено прямое, если у нас вот этот аккузатив это тебя или вас, да, когда к каждому на ты, то у нас будет немножко другая история. Смотрите, я тебя, вас люблю, ищу, смотрю, вижу, точнее, там, понимаю. То есть там, где есть тебя, вас, и где субъект я, а объект вот тигет, титекет, то мы добавляем суффикс лак-лек. Да? То есть там, где у нас был объект третье лицо, местоимение вас, их, то у нас было объектное спряжение, а здесь у нас суффикс лак-лек, и это только с первым лицом. Церетлек, я тебя, вас люблю. Варлок, я тебя, вас жду. Иртелек, я тебя, вас понимаю. Керешлек, я тебя, вас ищу. Да, видите, здесь мы выбираем лок либо лек в зависимости от того, какая гласная в корне. Если там гласные заднего ряда, то мы выбираем вариант лак, да, как вариант с заднерядными. Аккузатив, есть ли одушевленность? Одушевленность здесь не играет роли, то есть здесь третье лицо именно. Так, и давайте попробуем, посмотрим. Да, вот это будет на самостоятельное решение. То есть еще раз, я, тебя, вас, да, когда есть я, субъект, а объект тебя или вас, то мы используем лак-лек. Если есть я и его, Марию, Будапешт, там, да, имя собственное или личное местоимение третьего лица или местоимение с ик, да, на конце, то мы используем объектное спряжение ом, эм для первого лица. Мы тут пока только первое лицо смотрим, но вообще эти суффиксы вот объектного спряжения есть и для второго, и для третьего, и так далее, и так далее. Вот. Но мы же не хотим себе сильно жизнь усложнять, мы пока просто занимаемся логикой языка, да, чтобы вы основные принципы поняли, а все остальное это уже вам надо будет осваивать не в течение часа. Итак, давайте для самостоятельной работы, то есть у вас должно получиться 5 пар слов, то есть вы должны написать форму имат, обожает, да, я тебя, вас обожаю, и я обожаю его, Марию, да. Так, давайте я вам даю минутку времени для самостоятельного решения, и дальше мы с вами все это проверим. Да. И, пожалуйста, постарайтесь писать, потому что это более эффективно, чем вы произнесете и сразу забудете. Прописывайте, так вы сможете проследить, правильно ли у вас была логика, правильно ли. В МГЛУ пока с этого года должны преподавать венгерский язык, но до этого не было преподавания венгерского в МГЛУ. Опс. Так, мы с вами, вы успели? Не надо больше времени давать. Давайте проверять. Молчание – знак согласия. Ну что, простите.
перескочила. Итак, смотрите, имадлок, я тебя обожаю, вас обожаю, имадом, обожаю Марию, да. Здесь у нас, смотрите, хитрость, да, была. Здесь, может быть, были некоторые сомнения, вроде и заднерядное, и переднерядное, но в венгерском языке, во-первых, ближе к концу гласное сильнее, а во-вторых, заднерядные, как правило, бывают сильнее, то есть они на себя перетягивают, и вот это «и», она такая нейтрально бегающая, она как бы не сильно погоду делает, скажем так. То есть в данном случае вы можете смело «имадом» писать. Так. Латом, вижу его, Марию, или латлок, вижу тебя, вас. Пусилом, да, целую именно в щечку, не руку целую, а именно в щечку. Пусилом или пусиллок. Да. Замечу, что венгры целуют, в России целуют 3 раза, в Венгрии целуют 2 раза. Ölellek, в щечку, в смысле, как приветствие и прощание. Ölellek, обнимаю тебя, вас, и ölelem, обнимаю его, Марию. Здесь, видите, у нас вроде есть и огубленное переднерядное, и обычное, да, но здесь именно мы выбираем вариант лек, он единственно возможный здесь, потому что нету лек, да, и здесь мы выбираем ем, тоже это реже бывает, и когда все огубленные гласные в слове. Кире, прошу его или Марию, да, или кирлек, прошу тебя, вас. Карельский – это финно-пермская группа, то есть вот финно-угорские языки поделились на финно-пермские и угорские, и карельский относится к финно-пермским, то есть он к группе финских языков относится. Угу. Да, спасибо, тут вот, да. Да, спасибо, Ксения, дала информацию. Да, тут вот спрашивали про учебники. Я не преподаю в институте Листа, там преподает Вера Васильевна Злотова. Ну, точнее, она преподает сейчас онлайн. Здание наше закрыто на реконструкцию. С Верой Васильевной вы можете изучать язык с нуля. А разговорный клуб с Чабой Надем, который был, кстати, моим первым лектором венгерского языка, но недолго, вот с ним вы можете заниматься разговорным языком, то есть вам уже нужно иметь некоторую базу, достаточно приличную. Да, и в социальных сетях Венгерского культурного центра Института Листа вы можете найти информацию, и на сайте у нас в конце презентации у меня будут отсылки. Хорошо ли преподает Вера Васильевна? Но не всегда надо быть носителем, чтобы хорошо преподавать, мне кажется, особенно на начальном этапе. Я не занималась никогда у Веры Васильевны, никогда не присутствовала на ее занятиях. Мне кажется, вам лучше... Спасибо, Марк. Да, в общем, вам лучше уточнять у тех, кто с Верой Васильевной занимается. Что касается учебников, я тоже, насколько я знаю, Вера Васильевна свой учебник, но он составлен из материалов из других учебников венгерского языка. Я очень люблю современный учебник Magyarok. Его нельзя купить в России, он, как, знаете, по типу Headway, вот этих всех... англоязычных учебников, очень красочный, очень яркий, там введены уже современные правила какие-то, которых нет в других учебниках, к нему замечательно идут аудиоматериалы, и вот ссылка как раз в самом начале, когда мы с вами разбирали звуки, там как раз ссылка на сайт авторов этого учебника, и там очень много доступного аудиоматериала и каких-то табличек и прочего, то есть вы можете вот этой ссылкой воспользоваться, которая была у нас в начале.
После логи. Вот нас снова, напоминаю, через 10 минут выбросит, вот вы присоединяйтесь снова. Вообще про венгерский язык я могу рассказывать бесконечно, поэтому надеюсь, что к третьей сессии вы еще присоединитесь, и у вас еще голова не полна информации и готовы еще воспринимать. Итак, смотрите, после логи. В русском языке мы используем предлоги, да, в венгерском языке идут после логи. Ой, да, можно здесь начать. Смотрите, в индоевропейских языках, да, предлог плюс существительное. Кошка под машиной, да, или в английском, в испанском. У нас везде предлоги, они перед существительным идут. В финно-угорских языках у нас идет существительное плюс после лог, то есть вам надо перекроить ваш мозг, что местоположение относительно предмета, относительно вот этого существительного, оно указывается после существительного, а не перед, как в русском языке. Да? То есть, например, вот в венгерском языке русскую фразу «кошка под машиной» мы скажем «a mačka az autó alatt van», да? Или финская «kissa on auton alla», да? Или удмуртская «кочиш машина улын». Вот эти все «alatt», «alla», «улын» — это финно-угорские слова из финно-угорского корня, указывают на послелог «под». Кошка находится под машиной, а mačka az autó alatt van. Да, видите, вот alatt и под, они указывают одно и то же, но просто расположены относительно существительного в разных местах. То есть по-русски, если переводить венгерскую фразу, она получится «кошка, машина под находится». Да? Так, вот здесь тоже попробуйте написать самостоятельно «прицеп находится за машиной». Здесь что вам необходимо учитывать? Ну вот все слова я вам выписала, да, после лог здесь уже будет использоваться mögöt, за. Во-первых, мы говорим о конкретной машине, о конкретном прицепе, поэтому мы их снабжаем определенным артиклем. Артикли «о» идет перед существительным с согласной буквы, «оз» идет перед существительным с гласной буквой. И порядок слов в венгерском предложении классический для финно-угорских языков «сов», то есть subject, object, verb, то есть у нас тот, кто совершает действие, идет в начале, глагол идет в конце, а все остальное мы кидаем между вот этой рамкой, где субъект и глагол определяют рамку. Ну что, давайте попробуем написать предложение «прицеп находится за машиной». Пожалуйста, пропишите, я вам даю несколько минут, секунд точнее, и проверяем. Марк, не забывайте определенные артикли и пишем к себе в тетрадку. Угу. А то вы всем подсказываете. Надо, чтобы все самостоятельно пришли к выводам. Ну что, я надеюсь, что справились. У нас время бежит вперед, у нас еще очень много всего. Это у нас уже было. Да, прицеп находится за машиной. Az utánfutó az autó mögött van. Надеюсь, что все справились. То есть вот у нас прицеп az utánfutó, он конкретный, поэтому мы его наделили артиклем az. А auto, машина, тоже с артиклем az, да, и van, глагол находится в конце. Mögöt стоит после существительного машина. Ну что, давайте еще одну фразу для самостоятельного решения. Кошка находится рядом с собакой. Тут как бы не будем вдаваться в лирику, что они обнимаются и прочее. Нам пока грамматика важна, а не лирика. Поэтому тоже даю вам время. Надеюсь, собаки еще не было у нас, да?
Кутя. Почему у нас еще не было собаки? Так, сейчас. Упс. Подождите, я сейчас открою демонстрацию. Кутя. Угу, спасибо. Да, пишем. Угу. Пишем и проверяем. Угу. А мочка, а кутя мелет вон. Да? Мелет образовано от слова мель, грудь, рядом с грудью, рядом. Да, и вы видите, что везде у нас суффиксы двойные Т. Олат под было, мелет рядом, мюгют за. То есть везде, где статика, после лог идет вот с этой двойной Т. Притяжательные суффиксы. Да, еще раз напоминаю, что у нас сейчас закончится следующая сессия. Ссылка в чате, Ксения, если она далеко ушла, еще раз повтори, пожалуйста. Вот, и вы заходите еще раз. Я надеюсь, что следующая сессия уже будет у нас последней, хотя у нас 50 из 79. Отлично. Вот, притяжательные суффиксы – это тоже такая финно-угорская тема, и в тюркских языках тоже есть. Чтобы показать принадлежность предмета, в финно-угорских языках в первую очередь используется суффикс, он уникален для каждого лица. В английском, в русском языках мы используем притяжательные местоимения, мой, твой, да, вот эти все формы. В финно-угорских языках вы видите здесь финский и венгерский приведен в качестве примера. Здесь в первую очередь важен суффикс. То есть если вы суффикс не ставите, то ничего не понятно. Вот вы здесь видите известнейшего человека, основателя Facebook, да, и у него есть собака Пули. Пули – это венгерская порода собак. Если вы хотите узнать про другие породы собак венгерских, то переходите, пожалуйста, по ссылке, QR-коду точнее, там видео Института Листа про собачек венгерских, которые живут в Москве, Подмосковье. Так, вы видите, что слово «кутя», да, для каждого лица свой суффикс, свой указатель, к кому относится эта собака, да, ну или другой предмет. Опять-таки говорю, это классика, то, что мы с вами смотрим, это база, то есть всегда есть нюансы, вариации, исключения и так далее. Это вот база. Если слово заканчивается на гласную, то у нас еще идет удлинение. Вот, то есть было кутя и стало кутям, кутяд, кутяйо, кутянг, кутяток, кутяюк. Видите, вот здесь те, кто словил гармонию гласных, правила гармонии гласных, могут догадаться, что кутяток. Наверняка для формы ток есть еще другие варианты, да, то есть для формы их собака, что здесь есть еще и тек, и тök. Это действительно так. То же самое, вот, например, кутяя, тут тоже есть вариант не с а с е и так далее. То есть здесь я вам привела только вариант для существительного, который заканчивается на гласную, и в котором только гласные заднего ряда. Да? Как спросить, а у тебя есть собака? Neked van kutyád. Да? Здесь, видите. Ну что, давайте продолжим. Мы остановились на собаках. Так, продолжим с собаками.
Угу. То есть как спросить, а у тебя есть что-то, а у тебя есть собака? Neked van kutyád. Видите, здесь вы уже используете суффикс «de», да, что он указывает «твоя собака». Van – это мы уже видели, есть, имеется, находится. Neked – у тебя. И видите, вот здесь «de», да, «de» – это будет такая буковка «маньяк» для второго лица, она и будет и в глаголах, и в существительных, и, как мы видим, в местоимениях тоже. И, соответственно, вы на этот вопрос «neked van kutyád» можете ответить двояко, либо есть, либо нету. Igen, nekem van kutyám. Да, видите, вот здесь ответьте тоже в местоимение nekem у меня и kutyám. Опять буква М для первого лица, такая буква маньяк. Или вы можете просто сказать igen van. Да, igen – это да. Те, кто бывал в Венгрии, явно слышали igen, igen, igen. Вот это igen, да. Вот. Или, если у вас нет собаки, вы говорите nincs, nekem nincs kutyám. Даже если нет собаки, то она все равно была бы моя. У меня нет моей собаки. Да? Nincs – это нет, не имеется. Это отрицание имен. То есть отрицание глагола будет nem. Отрицание существительных, местоимений, числительных, прилагательных – это nincs. Nekem nincs kutyám. Давайте попробуем с кошкой. Напишите предложение и два ответа, отрицательный и положительный. Предложение. У тебя есть кошка? Да, у меня есть кошка. Нет, у меня нет кошки. Пожалуйста, пропишите это, чтобы у вас это лучше закрепилось. Даю вам минутку времени. Угу. Давайте проверяем. Так, тут вопрос. Если в венгерском языке слова и выражения, связанные с трагедией Трианона. Я от таких... ну, есть, наверное, Чонка Magyarország. Чонка Magyarország это как обрубленная Венгрия. Я других слов не знаю. То есть... То есть те слова, выражения, которые исключительно в связи с Трианоном были созданы Magyarország. Да, Чонка Magyarország, обрубленная Венгрия, это вот именно выражение про Венгрию после Трианона. Nem soha, soha, это в других случаях тоже может использоваться. Так, ну что, с кошечками пошли с кошечками разбираться. Neked van macskád. Да, не забывайте звук отключить, во-первых. Во-вторых, что конечное «а» у нас удлиняется, если мы притяжательный суффикс добавляем. И да, у меня есть кошка. Igen, nekem van macskám, или igen, van, да, или нет, нету, nincs, nekem nincs macskám. Стоит ли пользоваться учебником De Akşandor? Слушайте, ну вот мне в свое время нравилась Науменко Пап. По-моему, Науменко Пап, серенькая такая книжка. Многие пользовались Эниксией, но не могу сказать. Де Акшандр, мне кажется, настолько старый учебник уже. Может быть, вот я знаю, что Доротти здесь присутствует. Доротти, может быть, ты подскажешь, какие... Я так понимаю, что вам нужен самоучитель именно, да, то есть где описано как бы для самостоятельного изучения. Так, что мы перескочили?
Да, все, мы идем дальше. Давайте закрепим с вами гармонию гласных. Я надеюсь, что вас сегодня ночью, если разбудить, то вы вот эти три суффикса, закон ома, ом, эн, скажете наизусть уже. Значит, три суффикса для притяжательной категории, да, чтобы сказать мой, моя, мое. Здесь три слова. Давайте скажем мое, точнее напишем. Вы напишите каждый, пожалуйста, у себя мое зеркало, мое окно, мой стул. Как это будет звучать? Даю вам время. Ну, давайте минутку. Так, не у всех звук отключен. Звук отключите, пожалуйста. Угу. Угу. Так, ну мне кажется, что вам минуты уже достаточно много. Давайте мы с вами пойдем. Не первый раз же работаем с гармонией гласных. Итак, тыкер, да, абсолютно как кырым был ноготь. Здесь тоже выпадает тыкрым, получается тыкрым, мое зеркало, облаком и сикем. Надеюсь, что у всех все это получилось. Если нет, то попробуйте еще раз, да, почему, что у вас не сработало, подумайте. Падежи, да, этим тоже пугают в венгерском языке. Раньше там доводили до 30 падежей, сейчас вот согласно лингвисту Кифлеру Ференцу этих падежей 18. Да, остальные такие полупадежи, подобие падежей, их уже не вводят в эту систему из 18 падежей. Кратко вам скажу характеристику каждого из падежей. Значит, номинатив – это эмбер, человек, это... Мне кажется, венгры просто более темпераментные и говорят быстро, а я говорю быстро, потому что мне хочется сказать максимально много, много всего интересного. Вот, значит, номинатив – это как именительный падеж в русском языке, это всегда подлежащее. Дальше аккузатив, да, наш любимый, который нам усложняет жизнь, если он определенный, то у нас получается объектное спряжение эмберт, буковка Т. Дательный падеж эмбернек, суффикс нок-нек, да, плюс вот этот дательный падеж, он еще генитив, он используется для создания притяжательных конструкций. Например, вот... у человека, нога человека, там, да, у человека есть нога, там вот в этих притяжательных конструкциях будет вот суффикс этот падеж использоваться, дательно-генитивный, родительный, да. Инструменталис, творительный падеж русского языка, эмберрел. Суффикс рел или суффикс вал-вел будет, тут просто идет, как это правильно, ассимиляция звуков, вот. Инструменталис указывает на предмет или человека, с кем или чем совершается действие. Творительный падеж русского языка. Каузалис финалис указывает на цель и причину. Эмберирт. Ради человека или за человека, или по причине человека, например, да, не знаю, что это может быть за предложение. Транслативус фактивус эмбери. Он стал человеком, да, вот он превратился в человека, вот так будет использоваться этот суффикс. Иннесив в человеке, внутри, эмбербен, суперассивус, эмберен, на поверхности человека, например, кошка лежит на человеке, суперассивус, это вот мы разобрали, аддесивус, эмбернил, рядом с человеком, то есть мы вот эти еще падежи, указывающие на место, направление, мы еще их разберем отдельно, потому что это как бы особая история. Здесь вы видите
и в финском языке, если кто знает, и в других, может быть, прибалтийско-финских языках такая же история, что тут положение предмета внутри, на поверхности или рядом, и будет такие будут пары, не пары, даже троицы суффиксов, но мы это отдельно сейчас разберем. Да? Дальше смотрите, сублативус эмберре, на человека, кошка прыгнула на человека, на поверхность человека, то есть, да, делативус эмберрель, либо о ком, о чем, о человеке, либо с человека, кошка спрыгнула с человека, то есть это движение откуда. Эмбербе, внутрь человека, там, я не знаю, залетело что-то внутрь человека, или вселился дьявол в человека. Эмбербёль, из человека, вышел дух из человека. Эмберхез, движение к чему-то, к человеку. Хез, хос, ну это мы сейчас разберем еще, да. Эмбертёль, от человека, движение, вот кто-то стоял рядом с человеком и начал двигаться от него. Эмберик, до человека, предел. Суффикс иг указывает на предел в пространстве и во времени, до какой-то точки. Да? То есть если у нас эмберхез к человеку, то есть в направлении человека, то эмберик вот прям вот точно перед ним уже остановилось что-то. Эмберкинд, суффикс кинд, в качестве человека, да, или я знаю его в качестве хорошего учителя, например, тонаркинд ишмерем, да, йотонаркинд ишмерем. Эмберюль, по-человечески, суффикс ул-юль, это соответствует, вот как в русском по-ски, то есть по-венгерски будет мадяруль, по-русски оросул и так далее. Вот раньше, например, суффикс кор, который в одном варианте существует, независимо от того, какие гласные у нас в корне, переднерядные, заднерядные, неважно, он всегда присоединялся в одном варианте кор. Так, сейчас, подождите, вот, этот суффикс сейчас убрали, да, из падежной системы. Или вот тоже был такой суффикс, его тоже относили к этой системе раньше, суффикс «т» и двойная «т», это на самом-то деле какой-то финно-угорский древний суффикс «печет», в городе Печь. Он настолько редко употреблялся, буквально там с несколькими городами, что решили, ну что он такой чонка, да, такой обрубленный, несчастный, редко употребляемый, что давайте его лучше уберем, и жизнь будет легче. Хотя на самом-то деле я не вижу проблемы в падежах, потому что, как я говорю, падежи и вообще падежная система – это как книжная полка, вы всегда знаете, какая книга у вас на какой полке лежит, то есть у вас всегда четко один суффикс имеет какое-то четкое одно значение. Да, сейчас я быстренько... Склонение, наверное, в эстонском там есть притяжательное склонение и простое склонение, да. Да, кстати, Клара Вавр хороший, да, его можно скачать в интернете. Да, Клару Вавру я рекомендую. Угу. Да, Ксения, спасибо. Я нигде не преподаю венгерский, я работаю с венгерским. Суффикс «т» и двойная «т», он указывает где, на местоположение. То есть сейчас этому суффиксу соответствует «бен», «бан», «бен» или «н», вот этот, на поверхности, потому что в венгерском языке может два варианта. В Москве это «Москва-бон», а в Будапеште Будапештен. То есть Будапешт воспринимается как на поверхности, а Москва как внутри города. Вот, и то, что я вам обещала, как раз вот эти локальные падежи, вот этих 9 падежей, которые, по сути, можно разложить по полочкам. Они очень понятны и
логично, скажем так. То есть у нас есть падежи, которые указывают на местоположение, статику, то есть у нас предмет вообще не двигается. Вопрос где? Это barn, суффикс, да, то есть в шкафу. Кошка сидит в шкафу, например, да, она не двигается ни туда, ни сюда. Если она сидит на шкафу, то тогда это на поверхности, это тоже статика. Здесь, видите, вариантов куча, потому что если на гласную заканчивается, то мы просто «н» добавляем, если у нас заднерядное, то «он», если переднерядное «н», а если переднерядное огубленное, то «н». Но переднерядные огубленные, вот суффиксы с точечками, огубленные варианты, они реже добавляются, то есть их гораздо реже вы будете употреблять. И если рядом со шкафом, у шкафа, то это now meal, то есть кошка сидит рядом со шкафом, это тоже статика, она не двигается, это now meal суффикс. Если кошка начала двигаться, куда? Да, внутрь шкафа, не к нему, а внутрь, то это суффикс ба-бе, секринь бе. Если кошка на что-то двигается, секринь ре, да, на шкаф, на поверхность шкафа. То есть она вот села на шкаф, секриньре, а сидит уже на нем, секринен, уже не двигается, да? Понятно, почему вот они в одну строчку. Дальше, если эта кошка двигается в сторону шкафа, идет к шкафу, то у нас это суффикс hos, has, hers, тоже 3 варианта, да? Для заднерядных, для переднерядных и переднерядных огубленных. Секринь has, к шкафу. Хоннан, откуда? Если кошка начала двигаться из той точки, где находилась, то есть если она сидела внутри шкафа и начала оттуда выходить, то это суффикс бол-бёль. То есть, видите, вот здесь можно и смотреть столбиками, и строчками. Если мы смотрим строчку, то получается все, что было внутри, да, это с буковкой «Б» у нас может ассоциироваться. Бол-бёль, то есть секринь-бёль, из шкафа вышла кошка. Если она сидела на поверхности шкафа и начала движение с поверхности шкафа, то секринь рол рёль, да, со шкафа. Тол-тёль, если она сидела рядом со шкафом и начала движение от этой точки, от шкафа. Секринь-тёль, от шкафа. Видите, в русском языке мы везде здесь видели предлоги, а в венгерском языке для этого использовались суффикс падежные. Так, сейчас я посмотрю вопросы. Нет, есть исключения в венгерском языке тоже. То есть большая часть венгерских городов используется с суффиксом на поверхности. Ну, может быть, это такое восприятие мира, что мы выше всех, да, Иисус же тоже был венгром. Вот. Но, например, Дебрецен, Дебрецен бен, Эгир, Эгир бен. Да. Так, ага, все, вопросов больше нет. Но что мы сейчас делаем? Так, аккуратно. Значит, сейчас самостоятельно я вам даю минутку. Вам надо написать именно к себе, не в чат, Марк. Мы пишем 3 предложения. Да, аккуратнее с суффиксами, где статика, где движение куда, где движение откуда. Кошка на столе, то есть она находится, сидит там, лежит, неважно, вот у нас есть глагол для этого, да, специальный находится, имеется. Кошка идет к столу, движение какое? Кошка прыгает со стола, движение какое? Все слова, подсказки вам даны, предложения справа, подсказки слева. Пожалуйста, делаем, даю вам минуту времени, потом отвечу на вопрос про Пермь. Да, минутку времени.
Проверяем. Итак, да, кошка на столе находится, лежит там, или что мы базовый глагол имеется, используем a mačka az asztalon van. Да, она на поверхности, на столе. Если бы было в столе, то мы бы использовали ban. Кошка идет к столу, движение куда? Да, вот hoz, has, hers. A mačka az asztalhoz megy. Да? То есть здесь, смотрите, asztal, во-первых, мы не забываем про гармонию гласных, во-вторых, мы соблюдаем направление движения, статики и так далее, да, вот это тоже учитываем. Кошка прыгает со стола, движение откуда? С поверхности стола. A mačka az asztalról ugrik. Надеюсь, что все это понятно. Справились? Надеюсь, что справились. Агглютинативный язык, да, как все финно-угорские, тюркские языки, венгерский агглютинативный. Простыми словами говоря, что к корню слова мы можем добавлять практически бесконечное количество суффиксов, которые будут изменять значение слова. Вот в венгерском языке самое длинное слово, в интернете оно самое, наверное, популярное, из 47 букв оно произносится как «el kell káposztástalaníthatatlanságoskodásai tokért». И если мы пойдем с конца, то мы можем выделять вот суффиксы каждый раз, и они будут что-то значить. Да? Давайте начнем с конца. Вот «ert» – это был causativus finalis, да? То есть это у нас был падежный суффикс. Если кто помнит, «ток» у нас тоже был суффикс, указывающий на принадлежность, «ваш», да? И это множественное число, притяжательный суффикс. «Аш» – это суффикс образования существительного. «Код» – это возвратность, указывающий суффикс. «Шаг» – это вот в начале у нас было «эги», «шиге», «текре», «больдог», «шаг», «токра» – это суффикс образования существительного от прилагательных. «Тлан» – это отсутствие чего-либо. «Hot» – это суффикс возможности. «It» – это суффикс для образования глагола, каузативный, если я не ошибаюсь, да, тонит, тонуль, можно сказать, да, каузативный. Опять здесь талан, лишительный такой суффикс, не имеющий чего-либо. Элкел, капостаж, аш, капостаж. Здесь вот видите, уже корень мы видим, капоста. Капуста, да, славянское заимствование, о славянских заимствованиях мы еще немножко дальше поговорим. Ше – это суффикс прилагательного, эл – это приставка, кел, вот, кстати, здесь я не знаю, либо это эл, кел, капуста, кел, капуста, вообще кел, капуста, может быть, это, не знаю, кел, что это, фел, кел, Фелкел. Фелкел – это просыпаться. Кел – просыпаться. Но почему он с капустой связан? Ну ладно, в общем, загадка для меня. Давайте посмотрим глагольные приставки как раз. Вот у нас была приставка «el». Возьмем глагол «becil». Да, возьмем глагол «becil» и посмотрим, как за счет приставки меняется значение. В Нидерландах 29 букв. Неужели так разговаривают? Значит, смотрите, becil, да, becil, он, она, оно говорит. Еще раз вам напоминаю, те, кто не был на первой и второй части, словарная форма – это третье лицо единственного числа, поэтому becil, он, она, оно говорит. И у нас нет родов в венгерском языке, поэтому он, она, оно. Значит, смотрите, filre, becil. Fil – это половина, поли, да, в финском языке половина, fil, соответствует это финно-угорское слово. Filre наполовину говорит, в сторону говорит. То есть бредит, это же действительно бредит, говорит не полностью, да, то есть он что-то наполовину в сторону говорит. Becil
Б, вспоминаете, да, у нас было движение внутрь, внушать, втолковывать, то есть я буквально вговариваю кому-то внутрь него, то есть логика такая. Беле бесил, вмешиваться, беле это тоже внутрь, но это еще более глубинно. Бель – это больше внутреннее слово даже, то есть вмешиваться – это всегда внутрь вкрапляться, входить, не знаю, втираться. Össebessil, öss – это в кучу, то есть сговариваться с кем-то. Mellibessil, у нас был уже этот корень, mellet, рядом, от слова mel, грудь. Mellibessil, то есть говорит рядом, да, не совсем в сторону говорит, а рядом говорит, увертывается. Elbessil, el, как правило, это суффикс совершенного вида. Vissobessil, visso – это обратно, назад. Если вы вдруг окажетесь на концерте венгерской музыкальной группы, то кричите visso, 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 то есть это на бис, на бис. Kibessil, ки – это всегда выход наружу. Если вы бывали в Венгрии, то вы наверняка видели kijárat, выход. Ки – выболтать, разболтать, то есть вы наружу. Adbessil, ad – это всегда что-то, то есть обсудить какую-то тему, пересудачить, переобсудить ее. И такая вот, не могу ее назвать чудесной приставку, agyonbessil. Agyon вообще от слова ag, мозг. Да, agyon – это означает что-то делать с поражением мозга, то есть насмерть. Например, слишком много обсуждать, что становится смертельно скучно, agyonbessil. Rabessil. Ра – это у нас было, помните, и в приставках, в суффиксах тоже, указывающих на место, на поверхность, какое-либо движение. То есть уговорить – это наложить как бы свои слова на этого человека, уговорить как бы давить на него, да, своего рода. Лебесил – отговорить. Ле – это всегда движение вниз, то есть мы его двигаем как бы вниз. Мэгбесил. Мэг – это тоже чаще всего совершенный вид указывает. Так. Вот, кел капуста, совойская капуста. Спасибо. Угу. Но почему здесь... Окей. Почему-то здесь решили, ну, наверное, надо было плюс 3 буквы, поэтому они решили, чтобы была не просто капуста, а элкел капусташ. Да? Приставка может отделяться и использоваться в ответах. Например, можно мне войти? Бемехетек. Б – это внутрь, да, движение приставка. Head, hot у нас уже тоже встречалось в капусте как раз. Это можно, да, суффикс возможности. Бемехетек я могу войти, суффикс ек, вы видите, у нас было ок, эк, ык. Это про меня, я. И вы можете утвердительно ответить одним словом б, да, то есть можно, заходи, просто б. Угу. Дальше лексика, вот то, что вы просили как раз. Значит, финно-угорские корни слова, это слова, их порядка 600-500 корней. Это слова, которые указывают на какие-то базовые вещи, части тела, какие-то вещи, которые сопровождают рыболовов, охотников, числительные. Дальше идут иранские слова, они с сельским хозяйством связаны. Молоко, корова, мост, крепость. Тюркские, их несколько пластов, да, потому что, во-первых, пока венгры с IV века по IX век шли с территории Магна-Хунгария, Великой Венгрии, территории Башкортостана, во-первых, они уже там с тюркскими какими-то народами сталкивались, и на протяжении всего пути сталкивались, и потом 150 лет были под Османской империей.
Сюда относятся тоже дысно, например, свинья, да, яблоко, карман, ведьма и так далее. Много связанных с животными, бика, бык. Да. Славянские тоже с сельским хозяйством очень часто связаны. Цикла, сальма, солома, пап, поп, тиста, чистый. Немецкие уже более поздние. Да, здесь слова, которые связаны с ремесленниками, дворянами, военным делом. Что самое интересное, да, вот это затрудняет изучение венгерского языка, что там все переводится. В XIX веке было такое движение за обновление языка. Ференц Козинци возглавлял его, улица Козинци, да, есть в Будапеште, может быть, кто-то знает. И он был таким основоположником, идеологом того, что надо переводить все. Переводили вплоть до того, что даже Жюль Верн, Дюла Верне, писался по-венгерски, да, Дюла Верне. И до сегодняшнего дня эта тенденция сохранилась. Например, смартфон – это окош-телефон, компьютер – это сами тогиб. Да, в финском языке, в принципе, тоже так же. А те слова, которые были предложены в 20 веке, да, или во времена Козинци, они уже стали настолько органичными для венгерского языка, что никто их не воспринимает как чужие. Например, кинотеатр – это мози, а было образовано от мозго кипсинхас, театр с движущимися картинками. Языковые прелести я называю это. Так. Значит, смотрите, задание, да, животные же тоже разговаривают на своем венгерском языке. Ваша задача сейчас найти соответствие, как говорит бейка, лягушка, да, какой из облачков, с каким звучанием соответствует тому, что говорит лягушка, галамб, голубь, кутя, собака, медве, медведь, эгер, мышь, мих, пчела, кача, утка, малац, поросенок. И какие звуки произносят? Брекеке, вау-вау, рыф-рыф, зюм-зюм, цин-цин, брум-брум, гру-гру и хап-хап. Каждый делайте самостоятельно, можно устно. Я давайте дам вам в этот раз 30 секунд. Работаем. Вот здесь вопрос, как подзывать кошку. Может быть, тоже Дори подскажет. Я слышала только цица, дере, 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 дере. Циц, циц. Угу. Для кошки есть еще киска, название цица. Да, и вот спасибо Дороте, пишет цициц, цициц. Не очень удобно, мне кажется. Надо проверить. Цициц. Угу. Итак, давайте смотрим, кто, как, что, какие звуки произносит. Пчела зюм-зюм, собака вау-вау, лягушка брекеке, утка хап-хап, мне кажется, самое неочевидное, наверное, голубь гру-гру, медведь брум-брум, поросенок рыф-рыф, мышь цин-цин. Угу. Еще такие вот замечательные слова, которые образованы интересно. Значит, так, чтобы сказать круто, клево, венгры используют такие слова, как жир, прямое значение жир, кирай и ширай. Но ширай уже явно по созвучию с кирай образовано. Ширай – это чайка, жир – это жир. То есть если вы хотите сказать, о, это клево, круто, вы можете сказать жир, да, или кирай. Борравало в России дают на чай, в Венгрии дают на вино. Фелешик, супруга, это половинчатость, да, фейл, это половина, уже тоже сегодня встречалась, шик, суффикс для создания существительного. Тештвир, брат или сестра,
образованная из двух слов. Тешт – это тело, вир – это кровь. Идеш виз – пресная вода, идеш – сладкий, и виз – вода. Ици-пици – крошечный. Очень много таких слов, которые на звучание в пары их ставят. Ици-пици – совсем крошечный. Чече-бече – безделушки. И в венгерском языке два слова для наименования красного. Есть вырыш и есть пирош. Вырыш используется и в тех значениях, когда мы про рыжих говорим, да, то есть рыжий цвет волос, например, или красная площадь, вырыштыр, или вырышвир, красная кровь. Но, например, яблоко, оно пирош альма. Или красная шапочка будет пирожка. Не пирожок, а пирожка. Базовые фразы. Так, ну, смотрите, на самом-то деле эти фразы есть в каждом разговорнике, поэтому мне не хочется на них останавливаться. У нас, правда, осталось 2 минуты. Мы в любом случае должны будем переподключиться. Если кому-то захочется вернуться к базовым фразам, если кто-то вот прям начинающий, Ксения, спасибо, поставила ссылку на нашу следующую, последнюю уже точно встречу на сегодня. Вот, если кому-то захочется вернуться к базовым фразам, их вы не разбирали еще, то мы вернемся. Но мне кажется, что пока, может быть, те, кто остался, это те уже, кто хоть что-то знает в венгерском, и это будет скучно. Модернев minden nap. Венгерский каждый день. Да? Во-первых, гуляш, который все в России едят и, наверное, любят, да, происходит от венгерского гуяш. Гуя, в свою очередь, это стадо. Да? И гуяш в Венгрии это не второе блюдо, как у нас, а это именно суп густой. Дальше 3 известных мирового уровня фотографов. Брашшаи. Да, он известен как Брашшаи, точнее Брасаи, он известен как Брасаи, хотя если бы читали, зная венгерский язык, то он был бы Брашшаи или Брашшои, то есть он, этот фотограф, Дюла Холас, его, точнее Холас Дюла, да, венгерскому мы сначала фамилию пишем, потом имя. Холас Дюла по фамилии рыбак, да, хол – это рыба, ас – это суффикс для образования актора, деятеля, то есть рыбак. Он родился в Брашове, это современная Румыния, и поэтому он добавил суффикс и тем самым стал брашовский. Поэтому Москва – это Москва, Москва и московский. Будапешт – это Будапешт, Будапешти – это будапештский. Так, мы остановились на фотографах. Угу. Итак, да, Роберт Капа, тоже известный военный фотокорреспондент, погиб, по-моему, в Испании. Значит, его настоящее имя было Эндре Эрне Фридман, и он взял себе псевдоним Акула. Цапа, да, Капа. Дальше был еще такой фотограф, как Эндре Кертис или Андре Кертис. И Кертис образовано тоже от двух, точнее от слова керт, сад, и добавление суффикса «ис», указывающего на актора-деятеля. Да? И как вы видите, здесь вот тоже мы видим гармонию гласных, есть суффикс «ас» и есть суффикс «ис». И в зависимости от того, какие гласные в корне слова, мы выбираем либо одно, либо другое. Будущее в венгерском языке есть у венгерского языка будущее, только оно за счет отдельного слова образуется, глагола «фог». Угу. И «шьёнадаль», да, и песенка. Песенка, давайте, вот здесь есть текст на венгерском языке и его перевод. Я прочитаю вам текст, я буду читать строчку, а вы за мной повторяете. По QR-код вы потом можете перейти и
И даже во время видео сейчас вы можете перейти, телефон должен сработать. Вы услышите два варианта исполнения, один для детей, и там еще дальше, вот то, что мы тоже послушаем, это детское такое исполнение, детская песенка, и там будут еще другие песенки детские, их вы тоже можете послушать и найти к ним текст, они, мне кажется, совершенно изумительные. Вот, и есть второе исполнение, оно уже такое для 18+, но там ничего такого нет неприличного. Просто для эстрадное, скажем так, исполнение. Итак, Erika Söly, Hajlika Vesző. Bodor a levele. Két szegény legény szántani menne, de nincsen kenyere. Van vörös hagyma a tarisznyába. Вы видите здесь апостроф, он означает, что тут конечную «н» не дописали, то есть здесь должно было быть «где», местонахождение в мешке, да, «бон» должно было быть, но, во-первых, это песня, и тут могут съедаться эти суффиксы, во-вторых, в ряде диалектов, по-моему, даже и так и разговаривают. Keserű magába. Szolga legénynek, hely a szegénynek, de kevés vacsora. Vacsора, ужин, вечер, да, то есть вы здесь видите, что есть и славянские, и знакомые вам слова нинчен, нинч, да, и так далее. Ну что, давайте послушаем песню. Да, вот, Кирилл, сейчас будет уже песня. Так, сейчас я сделаю громче звук. Erika Söly, Hajlika Vesző, Bodor a levele, két szegény legény szántani menne, de nincsen kenyere. Van vörös hagyma a tarisznyába, keserű magába, szolga legénynek, helybe szegénynek, de kevés vacsora. Erika Söly, Hajlika Vesző, Bodor a levele, két szegény legény szántani mennek, de nincsen kenyere. Van vörös hagyma a tarisznyába, keserű magába, szolga legénynek, helybe szegénynek, de kevés vacsora. Так, ну вы можете дома еще попеть, да, это в YouTube есть, вот здесь QR-коды имеются. Так, тихо. Köszönöm a figyelmet, спасибо вам за внимание, на этом сегодняшняя лекция закончена. Вот если у вас есть вопросы, то вы, пожалуйста, пишите в чат. Был вопрос еще из предыдущей сессии, какое отношение имеют финно-пермские языки к Перми или что-то такое. Собственно говоря, территория современной Перми и прилегающая территория, это и есть территория возникновения финно-угорских племен и проживания. Вплоть до сегодняшнего дня там живут и удмурты, и коми-пермяки, и коми-зыряне в тех краях. Вот поэтому они связаны напрямую. Так, есть еще какие-то вопросы? Да. Спасибо, что были до конца, да, за терпение, за то, что были внимательны. Да. И вот здесь вы можете найти контакты культурного центра, института Листа, да, подписывайтесь на наши паблики в социальных сетях, на YouTube вы найдете ролики, и в том числе на венгерском языке, и на венгерскую тему, в Инстаграме тоже можете найти нас,
ВКонтакте, в Фейсбуке. У нас 2 сайта. Culture.ru – это сайт, где мы выкладываем информацию об актуальных мероприятиях, а hunkult.ru – это больше такой вариант блога, где мы текстовые материалы выкладываем. Так, какой-то еще. И по поводу, да, занятий, вот если у вас разговорный уровень венгерского языка, то вы можете связаться с Чабой Надь, преподавателем венгерского языка, лектором МГУ. Он ведет разговорные клубы. Если же вы начинающий, то это Вера Васильевна Злотова, но мне так кажется, что они уже далеко убежали. Угу. Планируются ли новые лекции института? Ну, вы напишите нам в социальных сетях, что бы вы хотели послушать. Повторяли всей семьей, это очень мило. Певец by Алекс, я даже не знаю такого певца. Да. Köszönöm szépen. Спасибо вам большое. Jó éjszakát. Спокойной ночи. И я надеюсь, что у тех, у кого... Скажем так, у кого-то проснулся аппетит к венгерскому языку, и мне удалось заразить той любовью, которую питаю я к венгерскому языку. Вот, да, спасибо вам еще раз за внимание. Спасибо. Видео будет доступно в наших соцсетях.